Узнать все о социальных сетях, погрузиться в мир творчества и креатива, завести полезные связи, набраться опыта наставников и экспертов. Да, это все возможно на арт-марафоне. Идея создать проект родилась еще в 2020 году, но пандемия помешала. Далее организаторы хотели провести марафон онлайн, но решили отложить и подождать, чтобы встретиться очно. Основная задача проекта – показать начинающим в том или ином творчестве, что они не одни, и вокруг столько же талантливых единомышленников. Я думаю, что это такой некий задел, такая точка входа всех неравнодушных к творческому процессу, всех, кому это интересно, с той или иной стороны. Всего организовали 4 направления – арт, слово, танец и музыка. В каждой лаборатории будут проходить встречи и мастер-классы с экспертами. Для проекта пригласили спикеров творческих профессий. Главный критерий для отбора – их самостоятельный путь к успеху. Какое-то волнение было, когда я начинал только видео снимать, да, со своей командой, со своими друзьями. Но потом оно растворяется, я так скажу. Когда ты погружен в свое любимое дело, то ты просто кайфуешь. В день открытия марафона прошла лекция Натали Пахович «Как социальные сети помогли открыть себя настоящую». Спикер рассказала о создании собственного бренда и о своем пути креативщика, который начался в 2017 году с блога вязальщицы. За время познания себя девушка создавала ролики для продвижения на заказ и занималась визуальным профилем в Инстаграм. Также она выпустила книгу «Живой город» и запустила курс «Инстаграмотность». А в 2020 году Натали создала команду «М-фильм», вместе с которой теперь снимает рекламные ролики федерального уровня. Я думаю, что молодежи легко развиваться в сфере блогинга, и они это делают, потому что они открыты вообще сейчас к обществу, открыты ко всему новому. А блогинг — это в первую очередь быть открытым, транслировать себя, транслировать этому миру. На следующий день встречу провел руководитель компании Коми-Про Александр Невзоров. Она прошла в форме диалога. Спикер рассказал, как еще в школьные годы он и его друзья снимали летние моменты на камеру. В 2010 году Александр и его единомышленники начали изучать социальную сеть ВКонтакте, монтировать и публиковать видео с летом. Со временем сформировалась команда Коми-Про, которая начала брать заказы на рекламу. Так, они сделали рекламные ролики для сети пиццерий «Дудо», кинотеатра «Рублеон», женского баскетбольного клуба «Ника», национального парка Кайгородский и еще многих других. Также Александр Невзоров поделился, что к ним обращаются все, от школьников до известных личностей. Во-первых, было очень душевно, то, что спикер был с нами, я бы сказала, на одном уровне и рассказывал чисто из своего опыта, было очень интересно и по-простому, даже сказала, разговорным стилем речи. С 27 апреля начала работа лаборатория «Слово». Организаторы пригласили директоров республиканских журналов, ведущих специалистов республики и обустроили площадку для творческого нетворкинга. 5 мая стартует лаборатория «Музыка», а 12 мая – танец. Записаться можно в группе «Марафон искусств» в сети ВКонтакте. Сам марафон продлится до 20 мая и будет проходить офлайн в ресурсном центре, который расположен в здании Академии госслужбы. Софья Мальцева, Егор Никишин, учебное телевидение СГУ.